Я на точке. Итак, мы возвращаемся в Сыктывкар. Финал Кубка России по лыжным гонкам. Нам сейчас предстоит с вами посмотреть вторую гонку в рамках соревнований. Классический стиль, 15 километров. Мужчины побегут сейчас. До старта остается у нас буквально 2 минуты. И заранее скажем, что на эту дистанцию выходят на старт 75 спортсменов. Ну, у женщин было 74, у мужчин 75. Довольно интересная была гонка у девушек. Если кто-то вдруг не смотрел, победила Евгения Шаповалова, которая выходила еще в первой группе стартовавших по 25 номерам. Лариса Рясина стала второй. Лидер Кубка России, лидер зачета Кубка России. Ну и третье место у Лили Васильевой. Больше некому. По-прежнему у нас, соответственно, команда Татарстана остается в лидерах общего зачета командного. Ну и лидером Кубка России у мужчин является также представитель Татарстана Андрей Феллер. Андрея Феллера мы увидим, конечно же, под самым последним сегодняшним стартовым номером. А пока видим, как к гонке готовится лыжник. Да, уже и стартовал. Не просто готовится, но стартовал. Лыжник под номером 1. Это Рамиль Миндияров, представитель Свердловской области, мастер спорта России. 1994 года рождения этот спортсмен. По традиции будет группа сильнейших. Группа сильнейших будет стартовать и финишировать в конце, логично. Вот. Но и в стартовой группе тоже есть интересные личности. Ну, Сергей Канев, да, тоже молодой лыжник, 98 года рождения, мастер спорта из Республики Коми. Безусловно, один из них, потенциальная молодая звездочка нашей с вами команды хозяев соревнований. Но пора, конечно, спортсмену, 21 год ему уже пора выходить на качественно новый уровень. Если на молодежи он считался одним из сильнейших в стране, то сейчас 21 год нужно показывать совершенно другие результаты. Иван Безматерных, мастер спорта, Ямало-Ненецкий автономный округ, Пермский край на дистанции. Ну а мы из стартовых номеров, наверное, ждем, безусловно, Николая Марилова, заслуженного мастера спорта из Тюменской области. Участников, наверное, всех крупнейших соревнований. Будет под 10 номером он бежать, выступать. А пока Владимир Басков, 1997 года рождения, мастер спорта, Санкт-Петербург. Представляет он и в параллельном зачете Ненецкий автономный округ. Так вот, сегодня у нас прошла женская уже 10-километровая гонка. Завтра нас ожидает индивидуальный спринт. И если вот сегодня гонка, которая, ну, по определенным техническим условиям довольно сложна и для показа, и
наверное, для комментария, потому что мы все-таки практически сейчас не получаем на данный момент инфографику с промежуточных отсечек, только по 5-километровым отметкам. Ну, мужчины как раз 3 круга пройдут по 5 километров. То завтра нас ждут спринты. Яков Лиманов, Сахалинская область, 5-й номер, мастер спорта 1989 года на ваших экранах. И готовится выйти на старт еще один спортсмен из Республики Коми, Максим Гардер, 1997 года рождения, мастер спорта. И вот так вот легонечко, размеренно Максим Гардер отправился в путь. Знаете, как в магазин за ананасами как будто вышел. Вот он с таким же темпом и пошел на эту гонку. Вот. Ну, завтра нас ждут спринты, а перед спринтами пройдет, перед стартом финальных забегов, пройдет разминка, знаете, зарядка для всех желающих, и для спортсменов, и для зрителей. Пройдет ее исполнительный директор Общероссийской спортивной общественной организации Российский союз боевых искусств в Республике Коми, президент Республиканской федерации кёкусинкай карате и обладатель 3-го дана Валерий Христофорович Малышев. Так что, если вы горите желанием провести интересную, яркую разминку перед финальными спринтерскими забегами, то милости просим, прямо на стадионе она и пройдет. Алексей Григорьев, Рязанская область, мастер спорта России, под 7-м стартовым номером отправился на дистанцию и должен был уже готовиться к старту 8-й номер Кирилл Печенов, но вот мы видим, что Кирилла Печенова сегодня нет в стартовом городке. Но мы уже отмечали в женской трансляции, просто может быть кто-то только сейчас присоединился, предпочитая, например, мужскую гонку Кубка России индивидуальную классикой женскому скиатлону на чемпионате мира, который в эти минуты должен параллельно проходить. Вот, и там сборная России тоже хороший шанс на победу. Все-таки мы верим в Наталью Непряеву, в лидера сборной России. Так вот, если кто-то пропустил, в Сыктывкаре сегодня минус 21 градус, может даже где-то холоднее. Вот еще и ветер довольно неприятный на стадионе имени Раисы Петровны Сметаниной. Так что, ну, в общем, недалеко не самые приятные условия для спортсменов. Вот 10-й номер Николай Марилов, о котором мы вместе с вами уже вспоминали на старте уже. Николай, наверное, не самая любимая его гонка, дистанционная, тем более, насколько я помню, Николай больше любитель именно спринтерских соревнований. Ну, в общем, посмотрим, что покажет он сегодня у нас на дистанции. Безусловно, опытнейший спортсмен, 1986 года рождения Николай Марилов. За ним будет сейчас Артем Малышев выходить на дистанцию, 11-й стартовый номер, также представитель Тюменской области. Ну и завершая разговор о Николае Марилове, 10-й номер, который все-таки уже убежал на дистанцию, напомню, что это бронзовый призер Олимпийских игр 2010 года в командном спринте в свободном стиле. Ну и заодно двукратный призер чемпионатов мира. Вот такие вот люди в числе первых стартовавших номеров на Кубке России по лыжным гонкам, город Сыктывкар. Роман Кайгородов, Пермский край, 1995 года рождения, спортсмен. Знаете, как бы знак ГТО на груди у него, да, больше не скажем о нем ничего. Но вряд ли, конечно, стоит от кого-то из стартовой группы ожидать сегодня борьбы именно за медали. Ну, наверное, то же самое можно было говорить и о женской части дистанции. Там все-таки затесалась именно в стартовых таких ранних номерах Евгения Шаповалова. Она вот и выиграла. Здесь, если вот так посмотреть, ну, давайте пока скажем, что на дистанции вышел Данил Лыков из Республики Татарстан, 97 года рождения, мастер спорта. Так вот, если здесь посмотреть на стартовые позиции, на фамилии лыжников, кто может претендовать на что-то серьезное, ну, наверное, может быть, Антон Зюзев из Республики Коми, как раз спортсмен, который профилирующийся на классике. Одна из, наверное, любимых его гонок сейчас проходит. Выходит уже на дистанции 14 номер Андрей Нищаков, Санкт-Петербург, 1996 года рождения, мастер спорта. Ну вот, из таких вот ранних, наверное, еще и Равиль Валиахметов из Удмуртии. Ну, это вот, конечно, такие
темные лошадки сегодняшнего забега. И вот 39-й номер есть у нас и Алексей Черноусов, и Николай Хохряков. Но это уже номера, начиная с 40-х. А именно вот таких вот ранних сложно кого-то выделить еще, кроме Марилова, пожалуй, Зюзева, да и Валиахметова. Алексей Зубков, Самарская область, 95-го года рождения, мастер спорта на дистанции, готовится сейчас к тому, чтобы отправиться в путь. 16-й номер. Это московский спортсмен 1994 года рождения, Дмитрий Кондрашов. Довольно неплохую скорость нам показывает. Нам еще и съемка с квадрокоптера идет. В общем, стараемся по максимуму отрабатывать и имеющиеся у нас для показа, для вас ресурсы. Вот. 17-й номер, Дмитрий Чекулаев, Республика Марий-Эл, мастер спорта России. Ну и потихонечку у нас уже, конечно, к первым отсечкам должны лыжники подходить, но мы узнаем промежуточные результаты только по истечении 5-километровой дистанции, первого 5-километрового круга. 17 номер Дмитрий Чекулаев, следом за ним 18 номер Дмитрий Баграшов, Удмуртская республика, клуб имени Максима Вылегжанина. Вот мы говорили во время женской трансляции, что лыжницы с Тюмени и с Коми можно узнать по костюмам, всегда их издали видно, но в общем-то и Удмуртская область тоже такая запоминающаяся цвета. Безусловно, сегодня еще и Дмитрий Епаров будет на дистанции, увидим мы его, тоже один из фаворитов сегодняшнего забега. Но пока Антон Зюзев, 19 номер из Республики Коми, 1985 года рождения спортсмен, выступает за спортивный клуб Рочевых, за Рочев Тим. Двадцатый стартовый номер Владимир Солодовников, Ханты-Мансийский автономный округ, 1996 года рождения, мастер спорта тоже России на старте. Ну, напомню, да, что у нас всего 75 спортсменов. В общем, у женщин гонка прошла довольно быстро. Я не думаю, что у мужчин будут какие-то серьезные тоже задержки с ней. 21 номер Александр Вдовин, мастер спорта России, город Москва, 1993 года рождения спортсмен. Ну, кстати, вот отмечал, да, про погоду, про довольно прохладный, минус 20, минус 21. Но вот удалось после женской гонки буквально на пару минут выйти на улицу, пообщаться с командой Татарстана. Ну, на самом деле уже теплеет. Так что вот у мужчин чуть-чуть получше условия погодные, чем у женщин, особенно у тех, кто стартует от так называемой красной группе. 22 номер Дмитрий Бакланов, мастер спорта России, 1988 года рождения, спортсмен, представитель Свердловской области, спортивный клуб «Спутник». Вот нам показывают уже и следующего спортсмена, следующего лыжника. Это 23 номер Федор Назаров, Московская область. Спортсмен 1998 года рождения. Ну, наверное, один из самых молодых, на самом деле, в сегодняшней гонке. Отмечали, что у девушек выходили на старт спортсменки 2000 года рождения. У мужчин 2000 года рождения, вот смотрю сейчас заранее стартовый протокол, нет. Ну, наверное, самым молодым является все-таки Кирилл Печенов из Тюмени. Он уходил под 8 номером, 99 года рождения. И нас ждет еще Александр Терентьев из Архангельской области. Вот, два спортсмена 99 года рождения. Так что, наверное, 98-й одни из самых юных сегодня. 24 номер Григорий
Евгений Григорьев, прошу прощения, 94 года рождения, мастер спорта России. Еще один спортсмен из спортивного клуба «Спутник» Свердловской области, 1994 года рождения, да, я уже сказал. Павел Сюлатов, 25 номер, Республика Татарстан, 1986 года. Этот спортсмен, мастер спорта России. Ну, опять же, напомню, что Республика Татарстан лидирует в командном зачете Кубка страны, уверенно лидирует и в женской части соревнований. Наверное, это лидерство свое только упрочило благодаря результатам Ларисы Рясиной и ее подругам по команде. Равиль Валиахметов, еще один спортсмен, о котором мы говорили, на которого обратили пристальное внимание из стартовой группы, из первых номеров. Вот, можно от него, наверное, сегодня ждать высокие секунды. 26-й номер на дистанции, мастер спорта России, 1989 года рождения. Следом за ним из Пермского края идет лыжник, 27-й номер, это Андрей Кузнецов. Еще один молодой спортсмен, 98-го года рождения, мастер спорта России. Ну и увидим уже, что за Андреем Кузнецовым появляется на дистанции Рамиль Миндияров. То есть первый спортсмен уже преодолел 5-километровую отсечку, преодолел 5-километровый первый круг. И за Рамилем Миндияровым уже появляется Сергей Канев из Республики Коми. Ну, довольно неплохой темп у Сергея. Я думаю, что на финише, если такой темп Сергею удастся сохранить, он далеко позади себя оставит Рамиля Миндиярова. Но это опять-таки, если он сохранит такой же темп. Мы видели в женской гонке довольно уверенный результат на 5 километрах показывала Лариса Рясина, но в конце не хватило довольно хорошего времени-то. По-моему, сейчас обсуждали они, где же смогла Лариса потерять 32 секунды было между лыжницами, между Евгенией Шаповаловой и Рясиной, но вот где-то они действительно остались. Так что хорошее начало гонки — это еще далеко не показатель, тем более дистанционные гонки, и это все-таки не спринт. У нас уже Иван Солодов, Дмитрий Горошников ушли на дистанцию, пока мы философствовали о смысле жизни и о скоростях в лыжных гонках. Ну и на ваших экранах номер 30 Александр Терентьев, мастер спорта России. Как раз мы говорили, один из самых молодых участников сегодняшней гонки. 1999 года рождения парнишка, представляет Архангельскую область и Ненецкий автономный округ. Здесь 31 номер, это Валерий Пономарев, мастер спорта из Ханты-Мансийского автономного округа. Вот потихонечку, только пока спортсмены идут на старт, у нас уже, видите, уже первые номера завершают первый круг, соответственно, отправляется на второй, так что мы увидим их чаще, чем женщин на стадионе, но это, знаете, это все к капитану очевидность. 32 номер Ильназ Закиров, Республика Татарстан, 93 год рождения, и следом за ним будет еще один лыжник из Татарстана и еще один лыжник 93 года рождения. Вот друг за другом они идут. За Ильназом Закировым на дистанцию отправляется Алмиз Таипов, 33 стартовый номер. Ну, может быть, Таипову удастся догнать Закирова, поработать в команде. Ну, это, конечно, что-то из области довольно неправильной стратегии. Поступать так вряд ли кто-то будет. Вот, честная, бескомпромиссная борьба нас сегодня ждет. Вот, поэтому победит, как всегда, сильнейший. Ну, безусловно, все шансы есть и у лыжников Республики Коми, у хозяев соревнований, знакомая хорошо всем трасса, на которой тренируются регулярно, так что, ну и дома, как говорится, и стены помогает, а если нету стен, поможет и лыжня. 34 номер Максим Ковалев, мастер спорта международного класса, представитель Брянской области, 1989 года рождения этот спортсмен.
Ну, тоже вот мы отмечаем иногда форму, ну, красивый комбинезон. Мне нравится. Антон Быков, 35-й номер на ваших экранах. Спортсмен тоже молодой, 98-го года рождения, мастер спорта уже, и, смотрите, довольно резво стартовал. Может быть, не планирует экономить как-то силы, может быть, будет атаковать с первых минут по дистанции, ну, наверное, впереди идущих спортсменов. Антон Быков представитель Московской области. А может, кстати, у него и сил хватит на 15-километровую гонку вот именно в таком темпе. Ярослав Рыбочкин, тоже молодой спортсмен, один из сильнейших юниоров в стране, 98-го года рождения, лыжник из Республики Татарстан вместе с нами. Сейчас на дистанции мы видим уже 10-й номер, это как раз Николай Марилов бежит на второй круг. Вот Николаю Марилову, кстати, по темпу, как бы странно ни звучало, можно было бы и подержаться за Рыбочкиным. Значит, такая, хоть и достижения у спортсменов совершенно разные, но один бежит второй круг, другой только начинает гонку. Возможно, Николаю Марилову такой ориентир будет как раз как нельзя кстати. 37-й номер был на ваших экранах Николай Полевой, кандидат в мастера спорта из Хабаровского края. Вот у женщин, девушек была на дистанции спортсменка перворазрядница, но у мужчин вот такого нету. Да? У них самый, не то чтобы слабый, самый низкий, это именно кандидат в мастера спорта. 38-й номер Сергей Юрков из Брянской области, мастер спорта 1985 года рождения. И перед Юрковым спина Романа Кайгородова из Пермской области. В общем, тоже можно приклеиться к этой спине и поработать в паре. Почему бы и нет. 39-й номер Алексей Черноусов, как раз мы тоже отмечали его, мастер спорта международного класса из Сахалинской области, мастер спорта международного класса. В общем, известный лыжник, тоже многократный призер всероссийских соревнований, опытнейший, привлекался в сборную России, и сегодня тоже можно от него ожидать высоких секунд, ну, конечно, в зависимости от того, в каком состоянии сегодня находится спортсмен. Илья Санников, Тюменская область. Вот оказывается, что «Земля Санникова» это про Тюмень было. Фильм, да. 1992 года рождения, мастер спорта России. 40-й стартовый номер. И следом за ним Сергей Новиков. 41 номер, 1980 года рождения, Московская область. Вот так вот смотрим по стартовому протоколу, по стартовому городку. И вот у женщин, конечно, побольше лыжниц не вышло на дистанцию. Здесь, по-моему, пока только один спортсмен не принимает участие в этой гонке. Ну и у женщин, да, кстати, мы тоже замечали, несколько человек до финиша не дошли. Владислав Вичканов, мастер спорта международного класса, 97 года рождения, представитель Челябинской области на ваших экранах сейчас. Ну и тем временем на второй круг отправляется 16 номер Дмитрий Кондрашов из Москвы. Пробегает он сейчас по стадиону. И по стадиону уже сейчас пробежит Сергей Ардашев из Удмуртии, 43-й. Номер 98 года рождения, тоже молодой спортсмен, мастер спорта России. Ну, наверное, тоже можно от него ждать сегодня сюрпризов, ну, какие от Рыбочкина, да, какие от Сергея Канева. В общем-то, на самом деле, то, что они стартуют в таких ранних позициях, ничего особого не значит. Конечно, компания подобралась сегодня серьезная. Речь даже идет не сколько об Александре Кулешове, который сейчас на ваших экранах 44-й номер из Республики Мордовия, 93-го года рождения, мастер спорта, сколько о тех спортсменах, которые стартуют вот сейчас, вот, начиная с 45-го номера.
Безусловно, это Николай Хохряков, мастер спорта международного класса из Республики Татарстан. Вот от Николая Хохрякова вполне можно увидеть сегодня борьбу за подиум, борьбу за медали, но это, как мы и говорили, зависит от физических кондиций, от того, как выступят спортсмены. И, пожалуй, вот в этой группе, которая сейчас идет, ну, не от Николая Хохрякова мы ждем больше всего сюрпризов, а от других спортсменов. Давайте мы сейчас вот даже их скоро и дождемся. Пока что Николай Хохряков занимает позицию перед Антоном Зюзевым. И опять же для Антона Зюзева почему бы и не поддержаться рядом с таким опытнейшим спортсменом. Егор Казаринов из Татарстана, 97-го года рождения, мастер спорта России, 46-й номер. Вот. Ну а сейчас 47-го номера мы должны с вами увидеть. Это Рауль Шакирзянов из Республики Мордовия. Мастер спорта международного класса, 1989 года рождения, выступает за Мордовию и Пермский край, победитель универсиады, чемпион мира среди молодежи. Ну, на универсиаде в Трентино у него не только было золото, да, но и пара бронз и серебро в эстафете, между прочим, а бронзовая медаль была в 10-километровой гонке. Вот, участник он и различных, кстати, универсиады не только в Трентино, но и в Штрепске-Плес. В таком вот замечательном, прекрасном городе. Участвовал он и в Кубке мира. Ну и, конечно же, Станислав Волжинцев, в общем-то, спортсмен из сборной Коми, участник чемпионатов мира, Олимпийских игр. И даже, наверное, в других бы раскладах Станислав Волжинцев сейчас был бы не здесь, не в Республике Коми, не в Сыктывкаре, а в Австрии на чемпионате мира. Но уж довольно сильная мужская команда у сборной России сейчас. И причем не просто сильная, но и равная, и добавок еще и молодая. Поэтому, наверное, конечно, Станиславу Волжинцеву, как ветерану команды, там места уже не нашлось. Могло оно найтись для Ильи Порошкина, 49-й номер, который сейчас стартовал на ваших экранах, но для Ильи Порошкина нашлось место на этапе Кубка мира. Вот совершенно недавно проходил этап Кубка мира, и Илья Порошкин стал в одной из гонок 5-м. Это прекраснейший результат для дебютанта сборной России. Ну, в общем, это дивиденды для Ильи Порошкина, все-таки показывает, что на него рассчитывают. И пусть на чемпионате мира сегодня мы его не видим, но кто знает, что будет потом. Вот, например, кто знает, что будет с Петром Седовым в будущем. Может быть, и он вернется в сборную. Мастер спорта международного класса. Мы видели его на чемпионате России, который проходил в прошлом году здесь, также в Сыктывкаре. Пятикратный чемпион мира среди юниоров, член сборной команды России на Олимпийских играх в Ванкувере. Вот, то есть довольно действительно титулованная команда у нас здесь собрана. И Илья Семиков, который, в общем-то, тоже представитель Республики Коми, как и Илья Порошкин, мы отмечали, да? Вот от него тоже мы сегодня ждем хороших результатов, высоких секунд. Ведь Илья Семиков тоже кандидат в сборную, долгое время, по крайней мере, был им, завоевал бронзовую медаль чемпионата России, выступал на международных стартах. В общем, и как раз дистанционные гонки, классика, это вот его любимые гонки, его любимый стиль. 52-й номер Владислав Ванеев уже на дистанции, а мы готовимся представить следующего стартующего. Это Евгений Дементьев. Стоит ли, в общем-то, говорить о том, кто такой Евгений Дементьев для российских лыж? Это олимпийский чемпион 2006 года в дуатлоне. 2006 год — это Турин, а у нас сегодня 2019 Сыктывкар. Серебряный призер в лыжном марафоне на 50 километров. Серебряный призер чемпионата мира в Саппоро в 2007 году в эстафете. Бронзовый призер чемпионата мира в Оберсдорфе в 2005 году в эстафетной гонке 4 по 10 километров. 36 лет уже Евгению Дементьеву, выступает за Ханты-Мансийский автономный округ, заслуженный мастер спорта. Рифат Сафиуллин, 54-й номер, 91-го года рождения, молодой человек, представитель Республики Татарстан. Тоже мы говорили, в общем,
конкуренции в спорте лыжном, о борьбе за общекомандный зачет в лыжных гонках на Кубке страны. Но вот Рифат Сафиуллин один из тех, на кого рассчитывает сборная Татарстана, равной степени, как и на Владислава Фролова. Сейчас он на ваших экранах. В общем, прошла у нас небольшая такая группа, на мой взгляд, на мой субъективный взгляд, претендентов на высокие места. Сейчас, наверное, немножечко будут спортсмены чуть-чуть, перспективы которых менее оптимистичны на сегодняшнюю победу, а вот с номера 59 опять продолжатся претенденты, и будут они идти друг за другом. Ну, давайте дождемся пока что, да, пока нам Михаил Соснин из Республики Якутия, Саха номер 56 на ваших экранах. Вот. Ну, у нас впереди довольно любопытные фамилии нас ждут. 57 номер, следом за Михаилом Сосниным, будет Данил Доценко из Республики Татарстан. 1995 года рождения. Следом за Данилом Доценко на старт будет выходить 58-й, логично, номер, следом за 57-м. Вот нам показывают уже за спиной 57-го номера. И у нас третий, это Иван Безматерных, уже и отправляется на третий, на завершающий 5-километровый круг. А вот как раз сейчас и Алексей Симонов, мастер спорта России из Тюменской области на наших экранах, 93-го года рождения, лыжник. Отправляется он на дистанцию, следом за ним Павел Викулин. И вот дуэт из Татарстана будет идти дальше. Павел Викулин и Станислав Перляк. Ну, в общем-то, от них сегодня тоже можно ожидать хороших секунд и включения в борьбу за самые высокие места. Но, может быть, даже если не за первую тройку, то за первую десятку, то уж точно. Павел Викулин, 59 номер на ваших с нами экранах. Пока что, видите, у нас кто-то выходит только на старт гонки, кто-то уже первые номера выходит на финишный круг. Пока что не на финишный створ, но на финишный круг. В общем, довольно будет весело наблюдать за этим. И посмотрим, чем все это добро и счастье завершится. Ну, вот Станислав Перляк уже тоже мною анонсированный, номер 60. И 61 это будет у нас Алексей Виценко, Республика Коми, спортивный клуб Рочев Тим, российский лыжник, мастер спорта России, родом из Удырского района. Вот этот вот прекрасный молодой человек. Серебряный призер юниорского первенства 2010 года в эстафете, трехкратный чемпион России среди юниоров. В общем, многократный призер чемпионатов страны, победитель этапов Кубка страны, был в резервной сборной России, дебютировал в 2011 году на этапе Кубка мира. Ну и, в общем-то, между прочим, Алексей Виценко участник Олимпийских игр 2018 года в Пхенчхане. Господи, как мы это все с вами вместе выговариваем. Следом за Алексеем Виценко Андрей Малафьев, тоже спортсмен из Республики Коми, 92 года рождения, лыжник, тоже считался долгое время одним из самых перспективных в команде республики, но вот, к сожалению, наверное, выданных всех дивидендов уже не оправдал. Все-таки 92-го, это уже получается у нас спортсмену в этом году будет 27 лет, и 27 лет других результатов, конечно, от него ждали, от Андрея. Тоже зажегся блестяще на юниорском уровне, но вот на взрослом, к сожалению, не удалось побороться на равных с лидерами отечественных лыжных гонок. Александр Уткин, 63 номер, мастер спорта России, Удмуртская республика, лыжный клуб имени Максима Вылегжанина, 86 номер. 86-го года рождения, 63 номер, прошу прощения, и вот за ним уже 10 номер идет, как раз Николай Марилов. Мы видим Николая Марилова, мы на стадионе всегда видим. Николай Марилов в наших с вами экранах постоянно.
64-й стартовый номер Евгений Уляшов, или Уляшев, наверное, Уляшев все-таки будет правильно, на Коми манер. 88-го года мастер спорта России из Республики Коми. Виценко, Малафьев, Уляшев, Семиков, Порошкин, все эти ребята, которые любят именно дистанционные классические гонки. Но, безусловно, любит их Дмитрий Епаров, заслуженный мастер спорта России. 1986 года рождения, из Удмуртской республики. Серебряный призер Олимпийских игр в Сочи в эстафете 4 по 10 километров. Между прочим, награжден медалью ордена за заслуги перед Отечеством первой степени. Этот спортсмен за большой вклад в развитие физической культуры и спорта, за высокие достижения именно на Олимпийских играх в Сочи. В чемпионатах мира неоднократно тоже участвовал Дмитрий Епаров. Вот. Ну и логично, что и в этапах Кубка мира, ну и в том числе и знаменитой многодневки такой, да, как Тур де Ски. В феврале 2013 года вместе с Максимом Валикжаниным стал победителем 8-го этапа Кубка мира по лыжным гонкам в командном спринте. 66-й номер Валерий Гонтарь, мастер спорта международного класса из Республики Татарстан, 1993 года рождения. Спортсмен на ваших экранах. И следом за ним из Республики Татарстан Денис Катаев, номер 67-й, 1992 года рождения, мастер спорта. Ну, наверное, от пары Гонтарь-Катаев мы, наверное, не будем ждать сегодня каких-то прям вот таких сверхвыдающихся результатов, равно как и от Максима Зубцова, спортсмена, который будет стартовать под 68-м номером, мастера спорта из Московской области. Ну, вот пока еще Зубцова нам не показывают. Вот только сейчас будут показали нам товарища Зубцова из Московской области. А следом за Максимом Зубцовым стартует 69-й номер. Это Никита Ступак. Никита Ступак известен лыжником Коми, прежде всего известен любитель лыжных гонок Коми, прежде всего тем, что это молодой человек Юлии Белоруковой, нашей прекрасной, замечательной лыжницы, которая сейчас на чемпионате мира в Австрии. Ну вот Юлия на чемпионате мира в Австрии, Никита на Кубке России в Сыктывкаре. Тоже участник этапов Кубка мира, призер чемпионатов России по лыжным гонкам, в том числе и в том году на чемпионате России, который проходил именно в столице Республики Коми. Никита Ступак неплохо выступил. Андрей Парфенов, лыжник из, дай бог памяти, Троицко-Печорска все-таки, да, или из Печор. Вот я немножко вот действительно могу запутаться. Прекрасный спринтер, участник чемпионатов мира, чемпионатов России, выступал раньше за Республику Коми и стал, пожалуй, вот, насколько я помню, одной из первых ласточек в середине прошлого десятилетия, когда перешел в Тюменскую область. Андрей, не все восприняли этот переход как следует, но, в общем-то, Андрея можно было понять. Не было тогда такой любви к лыжным гонкам в спорте в Республике Коми, и были проблемы с финансированием. Ну вот сейчас все, слава богу, хорошо. Сейчас вот мы видим Ермил Воков, тоже еще одна не раскрывшаяся наша звезда именно наших Коми лыжных гонок, тоже двукратный чемпион России, чемпион мира среди юниоров, победитель зимней универсиады в Трентино, мастер спорта России, призер вообще многих гонок международного всероссийского значения. Константин Гловацких сейчас тоже отправился в бой, 72-й номер из Республики Удмуртия, мастер спорта международного класса, 1985 года рождения спортсмен. Два следующих спортсмена не так, наверное, широко известны для, так скажем, узкого любителя лыжных гонок, для тех, кто смотрит только за международными стартами. Это Артем Николаев из Татарстана, 73-й номер, мастер спорта 1991 года рождения, и Владислав Скобелев. Да? Ну, вот Владислав Скобелев все-таки как-то чаще довольно приводилось слышать в эфирах на всероссийских соревнованиях.
Скобелев будет представлять Кировскую область и Ханты-Мансийский автономный округ. 74-й номер. И у нас остался один спортсмен, и это Андрей Феллер, как мы отмечаем в начале нашей трансляции, лидер, промежуточный лидер общего зачета Кубка России. И сейчас эту гонку, конечно же, рассматривает он в качестве возможности упрочить свои позиции, но я думаю, что именно хозяева соревнований здесь сегодня являются претендентами на первое место. Андрей Феллер, 75-й номер, стартовал. Вот, теперь никого не осталось в стартовом городке. За плечами Андрея Феллера универсиады, бронзовые медали в Валь-ди-Фиеме на 30-километровой дистанции, золото в Штурмское-Плесо, там 10-километровая гонка осталась за ним, и золото, логично, в эстафете. Прекрасная была команда у сборной России, и вот выиграла она золото в эстафете 4 по 7,5 километров. Также Андрей Феллер был дебютантом, ну, как и все, в общем, участвовал в этапах Кубка мира. В 2011 году состоялся его дебют, то есть 8 уже, получается, почти 8 лет назад. Ну что ж, все 75 спортсменов, за исключением, там, по-моему, я вот, честно, одного только не увидел, значит, 74, да, спортсмена на дистанции, и уже, в общем-то, кто-то идет на второй круг, а уже первые номера должны приближаться потихонечку и к финишу. Ну, пока нам вот показывает 52-го номера, это у нас Владислав Ванеев из Республики Коми, а промежуточный лидер на 5-километровой отметке является Илья Семиков. Следом за ним Илья Порошкин. Ну вот мы и говорили, что как раз именно хозяева соревнований любят эту дистанцию, любят классику. Ну, в основном это ребята, конечно, из муниципалитетов, там, где, в общем, лыжи культивируются, там, где, в общем-то, на самом деле лыжный спорт едва ли не единственный, которым можно профессионально, ну или хотя бы полупрофессионально в детстве заниматься. Вот. Ну, с одной стороны, конечно, для развития детского спорта это не очень хорошо, с другой стороны, для развития именно лыжных гонок прекрасно. Вот видели Сергей Канев, Ярослав Рыбочкин, ну вот молодые спортсмены пока что, да, в третьем десятке идут на 5-километровой отсечке. Рифат Софиуллин, Республика Татарстан, готовится отправиться на второй уже для себя круг, 54 номер. Ну, а мы ждем потихоньку, ждем, когда будут проходить 5-километровую отсечку Алексей Явиценко, Андрей Малафьев, безусловно, Ермил Вокуев, Никита Ступак, ну и, конечно же, Андрей Феллер. Всегда интересно посмотреть, как лидер Кубка России, вообще как лидер любого рейтинга, выступает на очередном старте. Первый финиширует. Вот. Ну, будем теперь наблюдать, как спортсмены будут подходить к стадиону. Ну вот и да, мы ждали, кто же появится первым на финише. Рамиль Миндияров. Был у нас прогноз, что Сергей Канев, который на 5-километровой отметке отыгрывал у Рамиля, ну, несколько секунд, довольно много даже, сможет его догнать, обогнать и финишировать, может, даже вместе. Но вот все-таки, видимо, Рамилю Миндиярову удалось где-то прибавить. И, в общем, первым он стартовал, первым и финишировал, не позволив никому себя обогнать. Ну, вот у женщин была, в общем, аналогичная ситуация в их 10-километровом забеге, когда Катерина Макурина стартовала под первым номером и долгое время оставалась промежуточным лидером. И вот только сейчас Сергей Канев уже практически без сил накатывает на финиш. Не знаю, там, удалось ли ему обогнать соперника. Вот 40 минут 29,3 секунды. Это результат Сергея Канева. Явно не ориентир для лидеров. Возможно, лидер разменяет сегодня и все 38 минут.
Но об этом мы узнаем с вами чуть-чуть позже. Пока же 5-й номер Яков Лиманов приближается к финишу. Обогнал он и Ивана Безматерных. И вот здесь за Безматерных уже пристроился Максим Гардер из Республики Коми. И, пожалуй, пока что явным претендентом на лучшее время является именно Гардер. Сложно, конечно, судить без хронометража на экране, но что поделать, мы, в общем, только учимся проводить такие соревнования. Итак, Максим Гардер на финише был 6-й номер из Республики Коми. Вот у Максима Гардера 39 минут 36,4 секунды. Такой неплохой результат. По крайней мере, из 40 минут спортсмен уже выбежал. Здесь 35-й номер Антон Быков и 62-й номер Андрей Малафьев из Республики Коми. Ну и вот, да, вот показывает пока что Алексей Григорьев, 7-й стартовый номер, он промежуточный лидер. Но я думаю, что недолго, в общем-то, осталось всей этой компании находиться даже в первой пятерке промежуточной. Нам достаточно сильных гонщиков, которые их отправят во второй, если не в третий десяток. Вот Андрей Малафьев неплохо работает, и в принципе Антон Быков не отстает. Может быть, да, спортсмену из Московской области есть смысл держаться Андрея Малафьева, 62-го стартового номера. Может быть, даже будет польза от такое симбиотическое сотрудничество. Евгений Кудрявцев, 9-й номер, приближается к финишу. Где-то уже сейчас должен появиться и Николай Марилов. Вот он, 10-й номер, идет уверенным, бодрым шагом к финишу. Наверное, отыграл отставание небольшое, которое было у них в зависимости от позиции на старте. Но вряд ли это результат, который позволит ожидать серьезных достижений. 12-й номер — это у нас Роман Кайгородов из Пермского края. Вот Николай Марилов на финише. «40 минут и 3 секунды» у Николая Марилова. В общем, да, не его дистанция, не его гонка, но, может быть, даже уже и не его лыжная эпоха. Вот. Но, в любом случае, я думаю, Николая Марилова мы увидим как минимум на командных стартах, ну а как максимум еще и в завтрашних индивидуальных стартах спринтерских. Здесь 38-й номер Сергей Юрков. Мы видим, его уже обогнал Илья Санников, 40-й номер. А здесь вообще у нас перед стадионом довольно плотная группа. И Артему Малышеву из Тюменской области, 11-му номеру, довольно проблематично здесь будет добавить. Мы видим и 43-й, и 36-й. Я так понимаю, что 43-й номер — это у нас Сергей Ардашев смог обогнать 36-го Ярослава Рыбочкина. То есть вы представляете, сколько минут было между ними, если спортсмены стартуют друг за другом на дистанции в 30 секунд. Да? То есть вот такое неплохую разницу съел уже Сергей Ардашев. 11-й номер финишировал, это Артем Малышев. И Ярослав Рыбочкин, 36-й номер, пересек финишную черту.
28 минут 39 секунд Ярослава Рыбочкина. Вот мы, да, прекрасное пока что для финиша время. Намного он опережает ближайших конкурентов, которые уже финишировали. 28:39, то есть это буквально 11 минут привез предыдущему промежуточному лидеру Ярослав Рыбочкин. И уже на ваших мониторах, скажем так, 70-й номер пробегает. Андрей Парфенов отправляется на свой второй круг. Мы здесь вот смотрим. Видите, Ярослав Рыбочкин, стартовавший 36-м, обогнал там целую группу спортсменов, даже не знаю, как ему это удалось. 13-й номер, 14-й номер, Даниил Лыков, Андрей Нищаков, Санкт-Петербург, представитель Санкт-Петербурга и Республики Татарстан. Ну, так что довольно интересная у нас любопытная гонка. Сейчас буквально пара секунд паузы. Ну, у нас продолжается вообще у нас гонка. Финишируют очередные спортсмены. 15-й номер закончил дистанцию. Алексей Зубков, 16, Дмитрий Кондрашов, Петр Видин, 18, Дмитрий Будрашов. Мы отвлеклись, мы рады приветствовать в нашей студии Ларису Рясину, спортсменку из Республики Татарстан. Совсем, как вы видели, недавно Лариса финишировала второй на индивидуальной гонке женщин 10-километровой дистанции. Лариса, доброго вам дня. Да, здравствуйте. Спасибо за приглашение. Лариса, вот пока у нас идет гонка мужская, пока вот финишируют стартовые номера, первая группа, да, финиширует, можно так сказать. Расскажите, как вам, в принципе, далась ваша женская гонка, как вообще ощущения, насколько я помню, лидировали даже на промежуточных осечках. Чего не хватило для победы все-таки? Ну, я настраивалась сегодня на хороший результат, и на первом круге, видимо, я сильнее хотела занять первое место, но, видимо, что-то в подготовке недостаточно сделала, чтобы дотерпеть второй круг и остаться лидером. Тем не менее, второе место все-таки удалось отстоять, там буквально несколько десяток не хватило. За это себя можно похвалить, да, что как бы отстояла позицию. Довольны ли таким результатом для себя или хотелось все-таки? Не, всегда приятно быть в тройке, и, в принципе, самочувствие вообще было неплохо до гонки, и я настраивалась на борьбу за победу. Я уже повторюсь, что, видимо, как бы в этом году у меня так складывается, что 5 километров мне дается хорошо, а видимо, не хватает выносливости. Он сейчас показывает промежуточные результаты на 5-километровой дистанции. Там у нас Артем Николаев уже вышел, напоминаем, был промежуточным лидером Илья Семиков. Вот сейчас мужская гонка идет, Лариса. Переживаете за своих ребят по команде, за команду Татарстана? С кем-то, может, хорошие отношения поддержите или прям лично, может, за кого-то болеете? Конечно, я болею за всю нашу команду Республики Татарстан, потому что у нашей команды самые высокие и требования, и спрос, потому что, как говорится, за нас, на нас надеются, да, нас поддерживают очень хорошо. Ильшат Шаехович, Эдуард Шахнурдович, который всей душой болеет, и мне кажется, он больше нас переживает и также прибегает. И за вас, и за мужчин. Да, и за нас, и за мужчин. Двойная работа у человека. Да. Финишировал у нас 21-й Александр Вдовин. Пока что без таких каких-то у нас серьезных изменений на финишном створе. Ларис, вот вы у нас лидируете в общем зачете Кубка России. Принципиально ли выиграть именно этот зачет? Или если вдруг, я не говорю, что да, мало ли что случится, может
Царева выиграет все гонки с феноменальным результатом. Вот. Это принципиально нужно одержать победу, или в принципе для вас это нет такой значимости, и в каждой гонке готовитесь отдельно и просто рассчитываете хорошо выступить в каждом отдельном старте? Нет, для нас это принципиально, потому что мы боремся за победу в Кубке России. Вот, ну, пока думаю, что мы останемся победителями, потому что наша большая команда отработала, я думаю, что на все 100%. Вот, и для нас любая дистанция, любая гонка на этапах Кубка России — это очень важно и престижно для нашей республики. Не секрет, наверное, какие-то есть призовые обещаны. Да, я, честно, как говорится, уже давно в большом спорте, и какая система оплаты труда, поддержка вообще спортсменов, я считаю, что это идеально сложено в Республике Татарстан, потому что есть за что бороться на всероссийских соревнованиях. Мы выходим на каждый старт, и мы, как говорится, ради себя в первую очередь, да, ради нашего блага, естественно, за наш регион мы выкладываемся на все 100%. То есть в других регионах это пока не отлажено, и спортсмены иногда, выступая на протяжении всего сезона, неплохо выступают в общем кубке также, да. Им, как говорится, престижа от этого лучше не становится, только лишь подготовка на следующий сезон. Понятно. А на каких гонках мы вас еще увидим на финале Кубка страны? В индивидуальном спринте. То есть уже завтра, да? Да, и рассчитываю на скелетон. Вот, если потребуется для команды, буду выступать еще в спринтерской эстафете. Пока не рассчитываю. Понятно. Удастся ли восстановить силы перед завтрашним днем? Вообще как будете восстанавливаться? Есть ли какая-то особая методика в команде или лично у вас? Да, методики такой особенно нет, то есть сейчас сделать заминку, пробежать кросс, потянуться на коврике, чтобы мышцы немножко растянулись. Вот, хорошо полежать, отдохнуть, может быть, даже поспать, выйти покататься, разогнать, как говорится, кровь и просто спокойно провести вечер. То есть уже, как говорится, не надышишься, не натренируешь, то есть уже что заложено внутри, то и будет. Самое главное — оставаться в хорошем настроении и выходить на старт, как говорится, не обращая, что было до или будет, что просто всегда с хорошим настроением и со здоровым духом в теле нужно выходить на старт. Понятно. Но у нас сейчас продолжается, как видите, гонка на 10-километровой дистанции. Промежуточный лидер у нас Илья Семиков. Лариса тем временем подбадривает через монитор. Нет, просто на лыжников Татарстана, я так понимаю. Да, то есть это показана картинка, это последний подъем круга 5 километров, и там как раз наша большая группа поддержки, и в частности Эдуарда Шахнурдовича, который он реально, я смотрю, наверное, первый раз, как он со стороны смотрю, как он болеет за своих, то есть он полностью эмоционально выкладывается, подбадривает, болеет всей душой, правда, это немаловажно, как говорится, и видно, что хочет только победы. У нас сейчас на финише Алмаз Таипов, как раз из Республики Татарстан. И за ним идет у нас Максим Ковалев в Брянской области. У меня все серьезно есть сомнения по поводу Ярослава Рыбочкина, потому что судья-информатор по стадиону объявил его финишировавшим, но я так понимаю, что он, скорее всего, просто закончил дистанцию досрочно, потому что как-то слишком быстро он дистанцию преодолел, и на промежуточных отсечках все-таки лидером он не являлся. Поэтому я прошу наших режиссеров в случае чего показать все-таки именно финишный протокол, как там у нас сейчас обстоят дела, потому что возникают действительно сомнения небольшие. Лариса, собственно, завтра спринтерская гонка. Также рассчитываем на победу. С кого вы видите основными конкурентами для себя? Как говорится, с одной стороны, всему есть,
Ну, как сказать, на спринт это не мой конек, да, но когда человек в форме или готов на борьбу, да, желание есть, то есть все возможно быть там и в тройке. Но есть при расположенности у некоторых спортсменов, как у Евгении Шаповаловой, у Ольги Царевой, у них как бы есть расположение к спринту, и Светлана Николаева, которая как бы могут реализовать все свои силы именно на таком коротком участке, как спринт и выдать. То есть, ну, мне не всегда удается, например, это сделать. То есть, вот. Ну, как не удивительно, то есть в этом году я вот стала за собой замечать, что 5 километров для меня это лучше, чем 10, так что, может быть, что-то и попытаюсь сделать. Результат Евгении Шаповаловой, которая выиграла, причем довольно уверенно, единственная из всей женской части выбежала из 29 минут, не удивил ли, или в принципе рассчитывали, что несмотря на такой ранний стартовый номер, Евгения может вклиниться за призовые места, то и победить? Но у Евгении почему такой ранний старт, она редко, наверное, а точно она первый раз выступает на всероссийских соревнованиях в Кубке России, то есть стартовые номера у по нас баллам. по баллам, по очкам. Вот, то есть, но это ей не помешало, и вот, то есть она достойная, сильная спортсменка, то есть, в принципе, это неудивительно. То есть, наоборот, она бежала там, как бы, ну, то есть, вообще, я считаю, что раздельный старт это индивидуально, то есть, это вот спринт, да, то есть, за кем-то зацепился, кто-то, может быть, помешал, то есть это от внешних факторов зависит. А индивидуальная гонка, то есть как ты вложил все свои силы, как самочувствие, такой будет результат. То есть, так что бывают погодные условия какие-то, чаще всего зависит, конечно, от стартового номера. Но как сегодня, то есть стабильная лыжня, стабильная погода, то есть хоть первая, хоть там, то есть и прокладчики были, то есть лыжня, она... Мне кажется, мой последний стартовый номер, то есть где-то лыжня была разбита, в общем, даже чем-то помешала, да, чем-то наверное. может быть это. Нам сейчас показывает финиш Сергея Ардашева из Удмуртской области, мастер спорта. Обошел он сразу нескольких лыжников, наверное, показывает сейчас хороший результат. Давайте послушаем судью-информатора по стадиону, узнаем, наверное, какой у него промежуточный результат. Вот. Предварительно лучший результат, да, у Сергея Ардашева. Ну и да, нам здесь подтверждает, что все-таки Ярослав Рыбочкин просто с дистанции сошел, а не каким-то молниеносным образом преодолел третий круг за 4 минуты. Вот, у нас сейчас будет потихоньку приближаться группа лидеров. Группа не лидеров, группа тех спортсменов, которых мы ждем именно высокие секунды. Как раз Илья Симиков, 51 номер, должен появиться скоро на экранах. Илья Порошкин, Станислав Волженцев, Петр Седов, Рауль Шакирзянов. Ждем с нетерпением появления этой группы. Лариса, вот пока группа еще не появилась на финише, ваши ожидания именно от мужской гонки, наверное, ну, на кого спрогнозируете, может быть, тройку призеров? Не обязательно в порядке, да, я имею в виду, просто кто, на ваш взгляд, окажется в числе лучших сегодня вот на этой дистанции? Ой, но, честно говоря, я, наверное, не так интересуюсь мужским составом, кто как бегает, да, но чисто даже не то, что он в моей команде, то есть я там как-то болею за него, но достойно это Артем Николаев, который он... был лидером промежуточным, да, как раз да, пятерочки. И как бы он подтверждает, вот сейчас мы видим Вакуева Ермила, то есть он тоже достаточно сильный спортсмен, то есть ну, Андрей Феллер в этом году тоже очень достойно выступает, то есть... И тоже лидер вместе с вами. Да, да, то есть... Понятно. Ну, услышали фамилии, услышали. Сейчас посмотрим, сбудется ли такой прогноз. От себя лично, наверное, поставлю на Илью Семикова. Ну, просто... безусловно, Илья Семиков тоже, да. Просто все-таки его любимая дистанция, классика, в общем...
посмотрим, у нас совершенно немного осталось ждать. Лариса, параллельно идет чемпионат мира. Удается ли последить? Ну, правда, сейчас вот в это время, понятно, идет женский скиатлон. Вы здесь с нами. Вопрос, наверное, в этом части немножечко странноват, но все равно следите ли, может, пересматриваете в записях, может быть, с кем-то конкретно поддерживаете отношения с сборной, болеете лично, опять же. Ну, как ни странно, наверное, как никогда, у меня была возможность посмотреть спринт коньковый от и до, просто все забеги и все, то есть, да, переживала, конечно, то есть поймала себя на мысли, что я здесь сижу на кровати, переживая, каково им там бедным, ну не бедным, а как все-таки эмоционально нужно сдержать Сейчас, себя. секундочку у нас. Вот, а сейчас, да, девчонки, хорошая погода. Мы такую паузу просто вместе с Ларисой сделали, послушали время Ильи Порошкина. 37 минут 34 секунды. Вот это пока теперь ориентир для спортсменов, которые сейчас находятся на дистанции. Ну, безусловно, его для Андрея Филлера, для Владислава Скобелева. Видим, что Филлер уже Скобелева по дистанции-то и догнал. Отыграл 30 секунд, которые между ними были на момент старта. Так что увидим сейчас, еще нам будут еще показывать промежуточные результаты. Ну а пока нам в прямом эфире показывают, как финиширует Петр Седов, мастер спорта из международного класса из Московской области. Давайте тоже послушаем его время. Не выдержал, даже не выбежал с 38 минут Петр Седов, поэтому пока что Илья Порошкин промежуточный лидер, и вот-вот мы должны с вами вместе увидеть Илью Семикова. Наверное, именно его результат вплоть до группы самой финишной, да, ну вот нам показывают, да. Разница большая. Большая, да, проигрыши, конечно, достаточно большие. Ну и дистанция не маленькая, но это приличная. Ну вот у вас лично какая любимая дистанция, если так уж пошло? Ну вот в том году я преуспевала, так скажем, на десятке классика. То есть в том году, конечно, на классике я себя очень комфортно чувствовала. Что в этом году я не могу сказать за это. Короткие дистанции и даже неплохо стал получаться конек. Ну, вообще у нас чемпионат, финал Кубка России проходит в Сыктывкаре. Как вам еще здесь организация, как трасса, как, ну, не знаю, банально, как погода? Вот сегодня довольно, кстати, прохладненько получилось, завтра вроде как бы обещают потеплее. Ну, я вообще считаю, что Сыктывкар — это самое идеальное место для проведения любого ранга соревнований, как Кубок России, как финал Кубка России, чемпионат, и даже можно проводить, наверное, международные соревнования. То есть тут все рядом, табло замечательно сделано, когда даже есть картинка, что можно посмотреть. Хоть и первый подъем, но, как говорится, нет пределом совершенства, можно и по трассе, да, установить видеокамеры. Вот. Но погода уже, наверное, настоящая весенняя наступает, что утром было холодно, быстро, я считаю, что отпустила, и было достаточно комфортно бежать, то есть не морозно. Вот. Нам сейчас показывают мини-дуэли Владислава Ванея и Евгения Дементьева, а где-то нам почему-то не показали Илью Семикова. Может, он уже на 51 номер уведи, да, просто может он уже где-то молнией промчался мимо наших операторов. Не исключен такой вариант, но хотя нам, наверное, все-таки показали. Главное, чтобы не случилось обратного варианта, мало ли вдруг попал в небольшой завал Илья. И вот здесь вот такая полуспринтерская дуэль. Но мы не услышали финиш. Да, мы тоже не услышали, согласен. Давайте посмотрим, может, действительно что-то произошло. Вот. Нет, это тоже не он, и куда-то подевался у нас Илья Семиков, 51 номер. Может быть, действительно уже финишировал, и мы просто этот финиш вместе с вами не увидели. А нам показывает это Михаил Соснин, 56-й стартовый номер из Республики Саха. Ну, завтра будут спринтерские гонки, завтра вот тех камер, которые существуют здесь, будет достаточно, стоят, да, чтобы увидеть. Будет достаточно, чтобы посмотреть за всеми перипетиями борьбы и в обычном спринте, и в командном спринте. Ну, конечно, вот будем с
опаской ждать скиатлона? Ну, скиатлон это тоже контактная борьба и массовый, ну, общий старт, то есть тоже достаточно интересно. Тоже когда-то была моя любимая дистанция, но вот ее проводят очень редко. Но ее даже вот говорят, что отменят. Думаю, что мы, может быть, в этом году последний раз выступаем, бегаем эту дисциплину. На чемпионатах, в смысле, или в Да, целом но вообще? вообще, как бы, может быть, что-то я не так поняла, но раньше, ну, как бы слышала, что их на этап Кубка мира уже не будет. То есть, ну, на этапах нет, но, может, вот чемпионат на последний раз его проводят, что хотели отменять. Так что все бегом смотреть, если что, скиатлон. Если не женский, то хотя бы мужской на чемпионате мира. Он как раз завершится после завершения нашей гонки. Там телеканал Матч ТВ, Евроспорт, какой там у вас ближайший есть, дорогие зрители, пожалуйста. Включайте. У нас на финише уже Владимир Фролов из Республики Татарстан как раз, да? Ну, я вижу улыбку у Ларисы на глазах. У нас большая команда. Есть на кого посмотреть. И в плане как на человека, да? Да. Все понятно. 57-й номер Данил Доценко, опять-таки Республика Татарстан, вот у нас такая плотненькая группа из ребят с Татарстана. 58-й номер Алексей Симонов, Тюменская область, и 54-й номер Рифат Сафиуллин. Ну вот сразу два ваших лыжника. Ну, но здесь... Рифат, он больше спринтер. Ну вот здесь как раз лучше всего Алексей Симонов себя проявляет из Тюменской области. Почти ему удалось догнать Данила Доценко. Но мы ждем сейчас 60-е номера. Это, конечно, и Станислав Перляк, и Алексей Виценко, Андрей Малафьев и многие другие. И перед этим я все-таки лишний раз попрошу наших режиссеров показать, если есть возможность, какой сейчас промежуточный финишный протокол, да, чтобы посмотреть, у кого какие результаты. Лидер кто. Да. Ну вот Алексей Виценко, давайте послушаем время Алексея Виценко. «38 минут 11 секунд». Ну вот нам показывают. Все-таки операторы нас пропустили. Илью Семикова, да. 36 минут 54 секунды. Единственный пока лыжник, кто выбежал из 37 минут. Вот. А у нас судья-информатор, когда Ярослав Рыбочкин, просто вас не было, он на заходе на третий круг просто пошел на финиш. Так ему зафиксировали финиш с 28 минутами, было довольно интересно. Вот, молодой человек за 28 минут пробежал бы якобы 15 километров. Вот. Тут пока единственный действительно лидер выбегает из 37. Ну, у нас осталось немножко времени, давайте с вами досмотрим, Лариса, этот эфир, узнаем победителя. Порадуемся вместе. Мы попереживаем за Илью Семикова, вы за Андрея Филлера, за Артема Николаева, видимо, сразу за двоих. Вот. Так что у нас совершенно немного осталось, а потом все вместе пойдем смотреть мужской скиатлон, когда он начнется в рамках чемпионата мира. Вообще, чемпионат мира... Ну, опять же, мы говорим, скиатлон. Посмотрите сегодня еще по телевизору? Или там да, записи? Конечно, я думаю, что успеем. Красиво. Я немножко успела уже посмотреть, то есть там, наверное, 2,5 километра прошли. Красивая картинка, хорошая погода. Наталья Непряева держится пока рядом с лидерами. Но это было пока, сейчас уже. Красивая погода, красивая картинка, красивая Наталья Непряева. Да. Все идеально было в Австрии, но у нас, поверьте, тоже не так все хуже. 63-й номер Александр Уткин из Удмуртии приближается к финишу. Ну, вот действительно, за что, кстати, пока он приближается, то у нас 65-й уже финиширует, это Дмитрий Епаров, заслуженный мастер спорта. Догнал он Станислава Перляка из Татарстана. И давайте послушаем, пока объявляет время Станислава Перляка, мы ждем время Дмитрия Епарова. минут с лишним преодолел Дмитрий Епаров, потратил на преодоление дистанции. Ну, в общем, не призовое точно, видимо, место. Ну, вот эти два участника из Удмуртии были в свое время очень сильные классисты именно.
Вот, Дмитрий Паров участвовал на Олимпиаде в Сочи. Ну, они здесь в таком составе в прошлом году со сборной Удмуртии довольно неплохо смотрелись на чемпионате России. И вот финиш у нас Валерий Гантарь финишировал, мастер спорта международного класса, тоже из Республики Татарстан. Вообще, как раз из Республики Татарстан, больше всего такое чувство спортсменов в сегодняшней гонке. Евгений Юляшев, Республика Коми, 64-й номер, но вот уже даже по картинке видно, что тяжело далась гонка Евгению, практически сил у него и не осталось. Совсем немного у нас спортсменов остается. Погода, кстати, сегодня не смутила, не так холодно было? Или... Нет, да, с утра был там минус 20 где-то, но уже в момент старта минус 11, я считаю, что это более чем комфортная погода. Тем более на классику, то есть легко подобрали смазку, то есть с этим вообще не было проблем. Понятно. У нас Никита Ступак, Московская область, Свердловская область. Сегодня Юлия Белорукова в скиатлоне не бежит. У Никиты Ступака сегодня, может быть, нет особых переживаний в голове. Можно полностью посвятить себя дистанции. Так бы, наверное, Никита Ступак мог бы, пробегая мимо участка, спрашивать тренеров, как там Юлия, как там она на скиатлоне. Но сегодня ее нету. Наверное, мы Юлию Белорукову увидим где-нибудь еще в командном спринте, в эстафете обязательно. Обязательно, да. Обогнал Никита Ступак 68-го номера Максима Зубцова. И вот интрига совсем уже близка. Ну как, Лариса, на ваш взгляд, Федер Николаев справится с Семиковым? Давайте дождемся участников. Сложно сказать, все они достойные. Конечно, может быть, есть какое-то преимущество задних, кто стартует в последних номерах, то есть они слышат результаты, сколько они проигрывают. Это, конечно, все зависит от состояния. Если нет состояния, как говорится, опять же, слушаешь только себя. Пока у нас финишировали Андрей Парфенов, Ермил Волков. Два спортсмена из Коми. Один выступает за Коми, другой за Тюменскую область. В общем, и на финише Константин Головацкий, Удмуртская республика. Это что значит? Значит, что у нас остался... Вот сейчас должен появиться Артем Николаев, который, в принципе, навязывал конкуренцию Илью Семикову по дистанции. После 5 километров он даже обгонял. И вот он на экранах. Да. Что ж, давайте посмотрим, и потом, когда он пересечет финишную черту, даже послушаем результат. Силы, конечно, видимо, Артема уже практически тоже оставили. Тяжелая гонка. Смотрится красиво. Поверь, вот у нас оператор просто любит такие моменты из леса, такие красивые планы. Пока же Денис Катаев, наверное, не из сильнейших в составе Республики Татарстан. И вот прямо сейчас... Интригующий момент. Тоже кого? Была бы здесь у нас плашечка со временем, было бы не так интригующе, было бы понятно. А так давайте послушаем. Ждем мы объявления судьи-информатора по стадиону. Даже судья-информатор, мне кажется, чего-то ждет, замерло. И вот обновляется вдалеке такое табло. У меня зрение не позволяет посмотреть на него. И все замолчали. Все замолчали. Пусть это будет... Вот. минут 17 секунд у Артема Николаева. Если нас не подвел слух у меня, может быть, подвел вас, нет? Проиграл, да. Семикову проиграл. Давайте еще дождемся Филлера. Попросим еще и потом, после финиша Андрея Филлера, показать нам итоговый финишный протокол. Вот у вас была гонка, там действительно была разница в десятых, пришлось до последнего подождать, что же там покажет, мало ли вдруг где что не так. И вот уже на наших с вами мониторах, на нашей любимой камере финишируют последние участники гонки. Да, скоро будем знать уже итоговый протокол гонки. Как раз вот Владислав Скобелев и Андрей Филлер. Вот они как уходили на третий круг вдвоем, так, в общем-то, вдвоем и идут. Не знаю, может, даже для Скобелева это хорошо. Я считаю, что для обоих их хорошо, потому что когда идет
контактная борьба, то есть ты можешь выложиться больше, чем ты можешь, так скажем. Ну, преодолеть себя, Да. какие-то дополнительные ресурсы включить. Да, включить и Вот. Ну, и отдать все силы. посмотрим сейчас. Ну, видно, что у Филлера все-таки сил заметно больше осталось на дистанции, потому что такой спринтерской дуэли, которая бывает на этой прямой, мы не увидели. Ну и вот финиш Андрея Филлера, финиш Владислава Скобеля. Давайте сейчас небольшую паузу, слушаем. Да, я вот время точно не услышал, но я так понимаю, что Илья Семиков все-таки остался. Ну, как мы и предупреждали, любимая гонка для Ильи Семикова. И даже, видите, Илья Семиков и Илья Порошкин, два спортсмена. Но это еще не... Ну, это уже почти итоговый, да, это 15-километровая дистанция. Это отметка именно вот, в финишной створе. Нет, а где же Филлер и Николай? Ну, сейчас Филлеры, да, должны обновить. Да, это не... Это, ну вот, кстати, вот Андрей Филлер, вот он, у нас 24 место Андрея Филлера. Честно, я вот не смотрел, кто преследователь у Андрея, ну, вроде Скобелев. бы Скобелев. Ну вот, нет, я имею в виду в Кубке России. Ну, вроде бы не Республика Коми. Нет, ну получается Скобелев, если 74-м. Ну, логично. Логично. Ну, в общем, далеко и Илье Семикову, и Илье Порошкину было до Андрея Филлера. Так что лидерство в зачете Андрей должен был, я так понимаю, удержать. Но вот спортсмены Коми заметно должны, ну, как заметно, приблизиться просто должны. И в любом случае просто стоит отметить золотой, опять же, просто дубль в мужской гонке у двух спортсменов из Коми, Порошкина и Семикова. Порошкина, это правильно так сказать. Что ж, на этом, наверное, нашу трансляцию завершаем. Лариса, спасибо вам большое, что пришли к нам в эфир. Спасибо большое, что поделились эмоциями, рассказами о том, как прошла гонка. Ну, вообще, спасибо за то, что вы здесь, в Сыктывкаре. Да, вам спасибо за приглашение, что дали возможность мне немножко прокомментировать. И я, наверное, первый раз вообще смотрю мужскую гонку, потому что в основном мы отбегаем и уже греемся, восстанавливаемся после гонки. И сейчас я увидела наших ребят в деле, и они молодцы. Вот, спасибо всем и зрителям. Вам, Лариса, завтра удачи. Всем до завтра. Увидимся на спринтерских гонках. Да, всем спасибо. И приходите посмотреть на спринтерскую гонку. Это более зрелищная гонка, что все будет проходить на стадионе.